Кажется, что новость о введении новых автобусных маршрутов взбудоражила весь сыктывкарский интернет. Одни восприняли инициативу резко отрицательно, другие же, наоборот, отметили, что новые автобусные пути удобны, охватывают новые районы, да и, в принципе, разгружают уже привычные всем нам маршруты. Наша съемочная команда в составе контрольной группы проехалась по маршрутам номер 8 и 10. И давайте засечем, сколько времени займет каждый из них, и в конце нашего сюжета поделимся результатами. Восьмерка и десятка придут на смену 6-му и 20-му автобусам. Новые маршруты охватывают большую территорию и, как предполагается, должны удовлетворить потребности горожан в доступности транспорта и сократить время его ожидания. Схема 8-го маршрута от опытной станции до ЖД вокзала не изменилась. Она полностью дублирует маршрут 6-го автобуса. Изменения начинаются потом. Восьмерка проезжает через Колхозную, заезжает в ЧИТ и завершает свое следование на остановке школы номер 33 в Лесозаводе. Выходит, что у жителей того же самого Кочпана сейчас есть возможность добраться до Дырноса без пересадок. Сыктывкарка Нина Юрьевна нововведениями довольна. Говорит, что новые маршруты ей очень даже подходят. Из самого центра, где она живет, без проблем можно будет добраться и до дачи, и до работы. На десятке мне будет добираться до вокзала на работу. Я работаю в обществе инвалидов Думны Каликовой, 34. А на восьмерке будет удобно добираться до ЧИТа, потому что 46-й ходит редко. Но, как говорится, всем не угодить. Несогласных с транспортной реформой немало. В одной только официальной группе Сыктывкара ВКонтакте можно найти десятки гневных комментариев. В основном просят оставить уже действующие маршруты, но есть и предложения, которые предполагают их переработку. Пятерочку сняли, а его можно было пустить по колхозной, а не по советской и по коммунистической. И все бы было решено. Они бы и автовокзал соединили с аэропортом. И далее бы можно было предусмотреть что-то. Глава Коми Владимир Уйба ранее поручил мэру Владимиру Голдину узнать мнение людей, прежде чем вводить радикальные изменения в схеме движения. Представители администрации регулярно встречаются с людьми, выслушивают их мнения и предложения и уже вносят коррективы. Первое время за внедрением маршрутов будет наблюдать и общественный патруль. Будем разговаривать с населением, будем спрашивать. Мы подготовили опросный лист и готовили его, кстати, вместе и с администрацией тоже, потому что они заинтересованы как можно быстрее отредактировать те маршруты, которые предназначены, с учетом уже мнения и предложений пассажиров. Вместе с новыми маршрутами в Сыктывкаре появятся и новые остановочные площадки. А с актуальным расписанием маршрутов можно будет познакомиться уже в понедельник на официальных страницах администрации Сыктывкара и самих остановочных комплексах. И итоги нашего временного эксперимента. Беспрерывный путь по 8-му маршруту занял примерно час. Если учесть, что по 2 минуты закладывается на каждую остановку, а их у восьмерки всего 33, к общей цифре добавляем еще 1 час. Итого 120 минут. Это без учета пробок, перекрытых дорог и других непредвиденных дорожных обстоятельств. 10-й маршрут куда короче. От точки А до точки Б он пройдет примерно за 60 минут. Напомню, маршруты 8, 10, магистральные 17, 18 и 54 начнут свою работу в первый день августа. И уже к концу лета можно будет подвести первые итоги транспортной реформы. Алена Туркина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.